Хоть бы они вернулись с хорошими новостями. Дэфне с твоей мамой сегодня веселые. Что-то задумали точно. Интересно, что? Не хочу о них говорить. Лучше посвятим время друг другу. Как я тебе? Ты просто красавец, дорогой. Как ты думаешь, мне поручат сделку? Мой муж всегда получает все, что хочет. Пусть все увидят, какой я серьезный, надежный мужчина. Мистер Якуб, ты настоящая модель. Точно говорю. Скажешь тоже. Русский потеряет дар речи, Шокран. Я за 10 минут справлюсь с презентацией, и все, сделка точно моя. Интересно, среди этих русских есть женщины? Разве мне нужен кто-то, кроме тебя, моя Роза? Надеюсь, что нет. Доброе утро, дядя. Доброе утро. Ты сегодня рано. Я по уши в работе, дядя. Разве не этого ты хотел? Ты выкинул свою любовь из головы? Не могу так сказать, но пока на это нет времени. Ну что, ты готов к совещанию с русскими? Пойдем. Что-то случилось, дядя? Пойдем, сейчас все скажу. Элиф, они приехали, пойдем. Уже иду, Халиль бей. Уже иду. Доброе утро, кузен. Доброе. Как обстановка? Что-то видно? Каймет Ханым только приехала, ждет в машине. Ах ты. Они снова куда-то собираются. А как мы их двоих будем преследовать? Куда ты сказал, они едут? Откуда я знаю, Весси? Сейчас будем наблюдать за ними. Может быть, тогда и поймем, куда они едут. Откуда мне знать? Самому интересно. Живем в одном доме, а так редко видимся. Очень красиво, да? Угу. У них недавно коллекция вышла. Как приятно. Я тебя давно уже такой не видела. Вот это мне очень нравится. Очень красиво. Может, сходим вместе к нашей тете в бутик? Купим что-нибудь новое. Спасибо, но я пока не хочу. Дэфне, может быть, тебе стоит заняться чем-то другим? Тебе это только на пользу пойдет. Не волнуйся, все в порядке. Спасибо. Не за что. Что им делать в больнице? Может быть, Элиф приболела? Допустим, но зачем Каймет Ханым поехала с ней? Что ей нужно от моей Элиф? Так, вот эти диаграммы надо доработать. Займись ими сейчас, хорошо? Хорошо, дядя. Они обязательно попытаются загнать тебя в угол, но ты будешь готов. Хорошо. Хо-хо-хо, Якуб бей! По какому поводу костюм? Так ведь
Сегодня важный день. Сегодня что, праздник какой-то? Нет. День рождения? Нет. Годовщина свадьбы? Да нет же. Совещание сегодня. Мы же еще вчера обсуждали это. А ты уже забыл? Посмотри на него. Ох уж эта молодежь. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну что, во сколько приезжает Дубровский? Я полностью готов. Дочка подготовила мне презентацию. Эта сделка наша, брат? Точно наша. Всю мою карьеру я готовился к этому дню. Брат, на собрании нас будет представлять Керем. Да, хорошая шутка. У него еще молоко на губах не обсохло. Ладно, пусть присутствует там, как секретарь. Я серьезно, брат. Все сделает Керем. Волнуешься? Не бойся так, дочка. Это всего лишь осмотр, не волнуйся. А скоро мы результаты анализов узнаем. Элиф Ханым, доктор ждет в кабинете. Иди, дорогая. Я буду здесь. Я ничего не понимаю. Керем будет представлять нас на таком важном совещании? Угу. Отлично. Нет, племянник, ты пойми меня правильно, но эта сделка непростое дело. А у тебя совсем нет опыта. Они тебя в порошок сотрут. Да, может, все-таки прав дядя Якуб. Я уже все решил. Ты идешь на совещание, а с тобой мы подготовим материалы для встречи с защитниками окружающей среды. У меня есть дела поважнее. Ты справишься сам. Эй, я в тебя верю. Не обращай внимания. Они точно что-то задумали. Но что именно? О чем ты? Что они могли задумать? Не знаю. Но я чувствую, что-то происходит. Если они навредят моей Лив, я их всех убью. Слушаю тебя, сынок. Все в порядке, мама? Все хорошо, хорошо. Она сейчас у врача. Когда станут известны результаты? Наверное, скоро уже скажут. Я тебе сообщу. Хорошо. Ну что там, доктор? Поздравляю вас. Элиф Ханым беременна. О, Вот ваше заключение. Хорошего дня. спасибо вам. Все хорошо, дочка. Давай, пойдем. Пойдем, пойдем. Теперь за тобой нужен особый уход. Ты не перетруждай себя сильно, ведь от тебя сейчас зависит будущее нашей семьи. Иди посиди. Тебе отдыхать надо, не стоя на ногах. Так. Важнее этого ничего больше нет. А если родится мальчик, то он будет первым внуком, который сохранит нашу фамилию. Каймет Ханым, я могу вас попросить об одолжении? Конечно, дорогая. Я очень соскучилась по своей сестре. Я могу навестить ее в больнице? Конечно, но не сегодня. Сегодня ты должна отдохнуть. Халиль внизу. Если тебе что-то будет нужно, что-то захочется, ты скажи ему, хорошо? Ну ладно, я пошла.
Дядя, ты занят? Нет, проходи. Как прошло совещание? Рассказывай, как все прошло. Что это с тобой? Все прошло прекрасно. Им безумно понравилась моя презентация. С большой вероятностью мы подпишем с ними контракт. Молодец, мальчик мой. Знал, что у тебя все получится. Давай обсудим все. Слушай, дядя, раз уж ты сейчас в хорошем настроении, я хотел поговорить с тобой о Хатае. А что там такое? Ты же знаешь, что там живет Элиф. Я хочу найти ее и увидеться с ней. Или я совсем с ума сойду. Согласись, я заслужил это. Опять ты за свое. Я не могу забыть ее, дядя. Ее лицо, ее глаза, ее губы. Ладно, хорошо. Послушай, хватит. Впереди у тебя блестящее будущее, а ты хочешь его разрушить. Почему это я должен его разрушить? Неужели нельзя совмещать свою личную жизнь с работой? Ты только в начале своей карьеры. В будущем ты можешь очень сильно пожалеть о своих ошибках. И обязательно встретишь достойную женщину. А если это и есть Элиф? Это не она. Почему ты так в этом уверен? Ладно, все. Потом поговорим. Все потом. Тогда я пошел. Будь на связи, хорошо? Ой, сынок, ты вернулся? Мамочка, я тут. Ой, мой мальчик любимый. Даю слово, больше я тебя никуда не отпущу. Так сильно по тебе скучала. Не преувеличивай, мама. Меня не было всего 2 дня. А я все равно по тебе скучаю. Ты голодный? Голодный, как волк. Хорошо, садись, а я тебе приготовлю что-нибудь. А папы нет? Он работает, сынок. Он вместе с Каймет Ханым. Никак они его в покое не оставят. Они используют его как своего раба. А отец никогда им не отказывает. Ты почему так говоришь, сынок? Работа есть работа, что ему еще делать? Это не работа. Это настоящая каторга. Халиль, следи внимательней за девчонкой. Не переживайте. Не буду, Халиль. Ты уже долгие годы охраняешь наш дом, всех нас и наших детей. И еще ни разу нас не подвел. Спасибо тебе. Это вам спасибо, Каймет Ханым. Можно войти? Конечно, можно, заходи. До сих пор нет новостей. Может быть, позвонить маме? Потерпи немного. Мама сказала, что она позвонит. Я уже устала ждать, и она не звонит. Потерпи чуть-чуть. Ты разве не волнуешься? Нет, совсем нет. Да? А по-моему, очень даже волнуешься. Конечно, волнуюсь. Ты разве не заметила, как я постоянно беру телефон и проверяю пропущенные звонки? Когда я вижу тебя в таком волнении, я готова потерять рассудок. Может ли быть на свете более красивый, милый, веселый и прекрасный отец, чем ты? Ты точно мой муж? Поедем домой и подождем там. Мне нужно подписать еще пару документов, а ты поезжай. Буду ждать новостей. Дома. Хорошо, я приеду позже. Приезжай поскорее.
Спасибо тебе. Ты услышал мои молитвы. Ты даровал ребенка моему Кахраману. Пусть поскорее придут те дни, когда мы сможем подержать его в руках, целого и невредимого нашего внука. Аллах, я согрешила, но я сделала это ради нашей семьи, ради счастья моего сына и моей невестки. Я солгала. Дефне думает, что этот ребенок и ее тоже. Аллах, ты все знаешь, ты все видишь. Этот малыш, ребенок Элиф и моего Кахрамана. Прости. Прости меня, Аллах. Прошу, прости меня. Ты всепрощающий, умоляю. Прости. Прости мне мои грехи, пожалуйста. Прости. Прости, прости. Прости. Аминь. Аллах всемогущий. Аллах. Что такое, Якуб? А ты как думаешь? Все как всегда. Кахраман в своем стиле. Что он сделал? Как оказалось, на совещание решили отправить не меня, а Керема. И этот мальчишка представлял нас всех на очень важном совещании. Я им еще покажу. Они еще посмотрят. Они еще увидят, кто однажды во главе компании встанет. Тогда все узнают, кто лучше, Кахраман или все-таки Якуб. Айсель, накрой, пожалуйста, к вечеру грандиозный стол. Мы собираемся праздновать важные события. Хорошо, Ханым, я прямо сейчас и начну. Гюльсюм, иди сюда. Каймет Ханым звонила, сказала, что вечером будет торжественный ужин. Доставай мясо из холодильника, давай. Хорошо, сейчас иду. Гюльсюм, быстрей. Даже почитать спокойно не даешь. Иду. Ты меня не слышала? Достань мясо из холодильника. Хорошо, иду уже. Аллах, Только не убирай журнал далеко. Ниязибей, здравствуйте. Здравствуйте, Керембей. Как там погода в Хатае? Замечательная, Керембей. У меня будет к вам одна просьба. Мне нужно найти одну нашу служащую. Ее зовут Элиф. Что-то Нет, случилось? нет, ничего особенного. Буду признателен, если это останется между нами. Конечно. Хорошо, тогда я жду информации. Они поставили этого мужчину сторожить ее. Он здесь с утра до вечера. Ты был прав, Максут. Здесь точно что-то нечисто. Иначе зачем им было привозить Элиф сюда? Зачем этот мужчина здесь? Как только мы освободим мою Элиф, мы все поймем. Не переживай. И когда это будет? Сегодня ночью. Сегодня ночью? Любимая, где мама? Она сказала, что уже едет домой. У тебя руки холодные. Пойдем внутри ее подождем. Я очень волнуюсь, Кахраман. Я хочу подождать ее здесь. Приехала, приехала. Спасибо большое. Мама, У меня отличные новости для вас. У вас будет ребенок, я буду бабушкой. Ты станешь матерью, дочка, а ты отцом. Поздравляю. спасибо, мама. Дай Аллах, наш малыш родится здоровым. Иншаллах. Ну что, дети, объявим эту радостную новость всем за ужином, как и договаривались, да? Хорошо, пусть будет так.
Шукран! Мерьем! Где вы все? Что такое, жена моя? У меня есть новости для вас. Хорошая, иншалла. Да, Зиябей, прекрасные. А что же произошло? Накрывай на стол, дорогая, я расскажу все за ужином. Не нужно интриговать людей, Каймет ханым. Потерпи немного, Зиябей, потерпи. Ну и что стоите? Пойдемте на кухню. Идем. Ай, Аллах, потерпи до ужина. Не торопи приятные сюрпризы. Аллах, ладно. Так что это за новость, Каймет ханым? Поведай нам, наконец. Да, бабушка, я же сейчас сознание потеряю. Тогда не говори, бабушка, завтра расскажешь. Ой, перестань, сестра. Что изменится от того, что мы так долго ждем? Поверь мне, многое изменится. Бабуль, ну дай хотя бы маленькую подсказку. Потерпи, моя маленькая принцесса. Терпение – это важная добродетель. Я не могу, я хочу есть. Якуб, я что только что сказала? Я не могу терпеть, мама, я же вечно голодный. Дефне и Кахраман скоро придут и все вам расскажут. И только потом мы насладимся ужином. Так эта новость связана с ними? Вот они идут. О, какая ты красивая, ты просто светишься. А по какому поводу красота? Ай, Дефне, ты такая красивая. Спасибо большое. Ваша мама нам ничего совсем не рассказывает. Мы сейчас умрем от любопытства. Да, ну давайте, передаю слово вам. Сегодня мы узнали кое-что очень важное. И мы очень счастливы. Наверное, сегодня самый счастливый день в нашей жизни. У нас будет ребенок. И я беременна. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю, сынок. Спасибо, папа. Надеюсь, он будет похож на мою невестку и будет таким же красивым, как она. Хватит. От моего сына внуку тоже что-нибудь перепадет. Якуб, теперь ты можешь приступить к ужину. Дефне, я даже не могу передать, как я рада. Я тоже очень рада. Какие вы скрытные. До сегодняшнего дня и намека не было. Мы просто хотели быть уверены. Да и разбивать чужие надежды тоже нехорошо. Это верно. Так обычно и бывает. Тут разболтали, там рассказали. Какая разница? Ведь сегодня судьба на нашей стороне. Ну что ж. Главное, чтобы в этот раз не было выкидыша. Шукран, сходи-ка и принеси нам еще чай, дорогая. Айсель же собиралась принести. Айсель? Папа, Садись. Садись. Скоро на нашем столе появится еще одна тарелка. Ты будешь намного лучше меня понимать. Ведь ты сам станешь отцом. Мы так хотели этого, но на все воля Аллаха. Он решает, кому родиться, а кому умереть. Я терпеливо ждал, верил в то, что на все есть божественная причина. И сегодня судьба на нашей стороне. ты прав, отец. Послушай, сынок,
Слава Аллаху, что до сегодняшнего дня никто из нас не пострадал. Никто не прошел через тяжелые испытания. Я знаю лишь одно. Аллах услышал наши молитвы. Теперь у меня есть одно единственное желание – обнять своего внука и услышать его имя. На все, что случится после, будет воля Аллаха. Все это неправда. Что говорят другие? Что ты у меня последний остался. И что наш род закончился. Это все глупости, неправда. Отец, к чему такая спешка? Ты же сам сказал, чтобы я не торопился. И что обязательно будет второй ребенок. Если Аллах позволит, то я доживу и до этого. Я подожду. Слушаю, Ниязиби. Элиф Ханым в Стамбуле. В Стамбуле, ты уверен? Да, я уверен, Керембей. Ее отец умер, и после этого она уехала в Стамбул. Даже так? Хорошо, Ниязиби. Спасибо большое. Якуб. Якуб. Якуб, ты что, спишь? Якуб, послушай. Что такое, Шукран? Новость о беременности не выходит у меня из головы. Да успокойся ты, Шукран. Тебе не кажется, что есть что-то подозрительное во всей этой ситуации? Получается, годами у них не выходило завести ребенка, а тут вдруг внезапно она беременна. Как это так? Вот так. Откуда мне знать? Мне кажется, здесь что-то нечисто. Спи, Шукран. Я такой прекрасный сон видел, в котором я отправился в Москву. Ты ее во сне только и сможешь увидеть. Кого? Москву. Здесь залезем. Давай. Кахраман? С легким паром, любимая. Спасибо. Что такое? Что с тобой? Есть одна проблема на работе. Мне нужно сейчас уехать. Так поздно? К сожалению, да. Это очень срочно? У тебя волосы мокрые, как бы ты не замерзла. Иди, отдохни немного. А я скоро вернусь. Договорились? Хорошо. Закрой дверь.
Халиль Бей! Халиль Бей, это вы? Кто здесь? Элиф? Максут? Помогите! Помогите! На помощь! Кто-нибудь! Максут, не трогай меня! Не трогай! Элиф! Максут! Максут, отстань от меня! Уходи! Проваливай! Помогите мне! Помогите! Отпусти меня! Отпусти! Отпусти! Максут! Максут! Пойдем. Аллах, прошу, хоть бы ничего не случилось. Дафне, о чем ты хочешь поговорить со мной так поздно? Что-то не так? Мама, я так переживаю. Почему? Почему Шукран сказала тогда такие слова? Как будто ты не знаешь, Шукран. Она за словом в карман не лезет, но у нее доброе сердце, не обижайся. Мама, а вдруг они поймут, что я не беременна? Никто ни о чем не догадается, не переживай. Все будут думать, что это ты родила ребенка. Иншалла. Иншаллах. Иншаллах. Халиль. Халиль, что произошло? Простите меня. Халиль. Халиль, где Элиф? Они сбежали. Кто они? Максут. Тот самый негодяй из Хатая. Брось! Максут всегда попадает прямо в цель. Максут здесь не для того, чтобы шутить. Он нашел свою девушку. Как скажешь, кузен. Неважно, что бы там люди ни сказали, не будем болтать. Хорошо, а что дальше? У тебя есть план? Мы залежем на дно на несколько дней. Как только все успокоится, поедем обратно. И где ты планируешь залечь на дно? У тебя дома? У меня дома? Ага. Максут, послушай, эти люди очень влиятельные. Побаиваюсь я их. Все неприятности будут на мне, не беспокойся. Они меня испугаются. Когда откроешь глаза, ты увидишь меня и начнешь кричать, звать на помощь. Но все это будет зря. Поэтому ты отдохни, моя Элиф.
Ты и во сне своем от меня убегаешь. Беги, беги. Настанет день, когда ты прибежишь ко мне. Мы сыграем с тобой свадьбу, как в сказке. Такой свадьбы, как у нас, Хата еще не видел. Ты будешь самой красивой невестой. Я сделаю тебя счастливой, Элиф. Я понял. Хорошо. Ладно. У Максута здесь кузен живет. Зовут Вейсель. Он автомастер. Работает в ремонтной мастерской в Долабдере. Ты обычно не засиживаешься допоздна, Зиябей? Сегодня особенный день. У меня будет внук. Вот это да. Как будто это твой первый внук. Это уже будет 4-й по счету. Я раньше много работал, поэтому не смог полностью ощутить любовь к внукам. Но сейчас все совсем по-другому. Я каждую свою свободную минуту буду проводить рядом с внуком. А ты тоже надеешься, что родится мальчик? Иншаллах. Жизнь подобна огню, Каймет Ханым. Ты ярко горишь, а потом оглядываешься и видишь, что остался один пепел. Ай, Зиябей. Я становлюсь все слабее. Но если у меня появится внук, то мой огонь вновь разгорится. Дорогой мой. В такое время все закрыто. Их здесь нет, они точно поехали в другое место. Ладно, ты поезжай домой, Халиль. Завтра утром вместе поедем и поищем их. Хорошо, Халиль, но ты поезжай. Я пока здесь побуду. Извините, но я вас здесь не оставлю одного. Халиль, поезжай. Ничего страшного, я тебе потом позвоню. А как же вы? А я пока постараюсь найти Элиф. Поезжай, Халиль, я позвоню тебе потом. Ничего не случится. Давай, поезжай. Куда же вы отвезли моего ребенка? А если мы слишком много лекарства вылили, что нам делать тогда? Проснись, дорогая. Элиф! Элиф, глядя на тебя и на меня, сон напал. Настанет тот день, когда мы будем спать под одним одеялом. Не сегодня. А тогда, когда ты этого захочешь и поймешь, как сильно я тебя люблю. Спокойной ночи, Элиф. Спокойной ночи. Помогите! На помощь! Отпусти! Нет! Режиссер Ула Шинач. Продюсер Онур Гювенатам. Конец. Все, что нам чай или нет, мы от голода умрем. Кто из вас Вейсель? Это я. Идем со мной. Но мастерская закрыта. Неважно, вставай на улице, тебя жду.
Открой мне дверь ради Аллаха! Открой, ты слышишь? Он все продумал, чтобы я не могла сбежать. Есть кто-нибудь? Помогите! Есть кто-нибудь? Не кричи так. Ты кто такой? Кем себя возомнил? Убирайся! Успокойся! Отстань! Не трогай Стой! меня! Отстань! Элиф! Да не не трогай ори меня, ты так! сказала! Тихо, Максут, успокойся! отпусти меня! Да я хочу угомонись уйти! ты, стой! Не прикасайся ко мне! Спокойно. А если я не успокоюсь, а? Будешь бить меня, убьешь? Ну, отвечай! Ты не сможешь меня здесь удержать. Я выберусь отсюда. Я все равно сбегу отсюда. Найду способ. Помогите, на помощь! Спасите меня! Ты хочешь увидеть сестру? Неужели здесь совсем Ты никого нет? хочешь или нет увидеть свою сестру? Что ты сказал? Она ведь в больнице. В 305-й палате. Я прав? Если ты что-то сделал с Назлы, я убью тебя. В порошок тебя сотру. Элиф, я ничего с ней не делал. Зачем мне это? Но если ты будешь кричать, если попытаешься сбежать, то я к ней съезжу. Не стой у окна. Проходи. Садись. Если хоть пальцем тронешь Назлы, Максут, то, клянусь, я тебя уничтожу. Ты понял? Вот платье купил. Примерь. И не подумаю. Примерь. Ты меня слышишь, Элиф? Надень его. Где Элиф? Какая Элиф? Где Элиф? Я здесь вообще ни при чем, правда? Это все Максут устроил. Хватит врать, отвечай на вопрос. Где Элиф? Да клянусь, я не знаю, где она. Так, у тебя 3 варианта. Первый. Ты говоришь мне все как есть, и мы расходимся. Второй. Ты продолжаешь мне врать и отправляешься в тюрьму. Третий. Твои мозги размажут по стенке. Что выбираешь? Я предупреждал его. Не надо, Максут, дружище. Навлечем на себя неприятности, но он не послушался. Ладно, идем. Ты такая красивая. Тебе очень идет это платье. Ты причина всех бед в моей жизни, Максут. И Аллах тебя за это накажет. Хочу спросить тебя, но обещай честно ответить. Почему? Почему ты меня не любишь? Со мной все в порядке. Я не урод ущербный. Даже наоборот. Я красивый. И очень тебя люблю. Так почему же? Что ты привязался? Тебе других мало? Нет.
Таких нет. Ты одна моя, Элиф. Не называй меня моя Элиф, ясно? До чего взрывной характер. Ты легко выходишь из себя. Но мне и это нравится. Ты же сумасшедший. Больной. Ненормальный. А ну стой, сядь. У меня есть хорошие качества, но ты не хочешь их замечать. Ты от них словно уклоняешься. Ты даже в глаза мне по-доброму не хочешь взглянуть. Если бы ты смотрела на меня иначе, ты бы все поняла, сама бы увидела, почувствовала, как бьется мое сердце, как замирает мое дыхание. Понимаешь? Я тебя очень люблю, Элиф. Очень. Это от меня тебя на работу тянет? Где этот дом? Мы рядом. Вон на ту улицу надо повернуть. Тебя от голода тошнило. Садись, поешь хоть немного. Вот, купил тебе ролл с курицей. Я для тебя сейчас стол накрою. Как за принцессой ухаживаю. Ты в большой опасности. Серьезно? Почему это? Эти люди не простят тебе того, что ты сделал. А что я им сделал? Прислугу украл? Хе. Да ты кем себя возомнила? Ты им прислуживаешь, как другие работники. Скоро в дорогу, так что поешь. Ты о чем? Что за чушь ты несешь? Никуда я с тобой не поеду. Элиф, довольно. Иди поешь. Я не хочу. Я сказал тебе ешь, значит будешь есть! Я не буду есть! Бей! Ну давай! Только и умеешь бить женщин. Да чего-то прекрасно. Хватит, отпусти меня. Элиф, ты полюбишь меня. Придет такой день, и ты обязательно меня полюбишь. Что? Максут, пусти меня. Элиф, Не трогай. Элиф. Я убью тебя. Не прикасайся. Не трогай, сказала. Здесь. Жди в машине. Максут, не трогай. Отпусти меня. Максут, отпусти. Не трогай меня. Убирайся. Максут, отпусти меня. Не трогай. Не надо. Максут, пусти. Максут, стой. Спокойно. Ой, ну надо же, надо же. Как Роман Бей к нам пожаловал. Отпусти, Элиф. Ты человек слова. Так кажется. Как Роман. Зачем тебе нужна Элиф? Элиф моя. Мы помолвлены. А тебе что нужно, как Роман Бей? Знаешь, Максот, парень, ты до таких дел не дорос. Брось оружие. И что же это за дело, до которого я не дорос? Объясни-ка мне. Максут, ну хватит. Стой, подожди, я сам. Дай сюда телефон. Давай. Дай! Медленно. Как Роман Бею звонит любимая. Алло. Я слушаю вас. Алло, кто это? Где Кахраман?
У меня на прицеле. Что вы сказали? Кто вы такой? Я Максут Ханым. Жених Элиф. Элиф? Ага. Я со своей невестой уезжать собирался, но тут Кахраман-бей появился. Отключи телефон. Что происходит? Где вы? Кахраман-бей знает, чем дело закончится. Либо он сам уйдет и оставит нас в покое, либо я пущу пулю прямо ему в лоб. Брось оружие, Максут. Да, Кахраман-бей, обязательно. Либо ты сейчас же уходишь, либо я стреляю. Она же не хочет быть с тобой. Зато я хочу, я! Я не люблю тебя, пойми это. Зато я люблю! Не надо, нет! Мамочка! Ты что это задумал, а? Пусти ее! Мама! Что случилось, дочка? Мама, Кахраман. Что с Кахраманом? Эту Элиф похитили. Я позвонила Кахраману, и какой-то тип сказал, что Кахраман у него на прицеле. Да что ты такое говоришь? Отпусти ее! Живо! Пусти! Еще раз увижу тебя рядом с Элиф, уничтожу. Не вставай! Идем. Вставай. Все хорошо? Да. Пошли. Уходим. Отойди. Не бойся, все позади. Максут! 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 Ты цел, друг, а? Тише. Не лезь! Отстань. Где они? Уехали? Уехали, брат. Сели в машину и уехали. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Ничего, недоступен. Что-то произошло. Что-то точно произошло. Мы Элиф Я позвоним. уже звонила, она тоже недоступна. Ты меня сдал, верно? Я испугался, Максут. Он приехал ко мне, стал угрожать, сказал, что сдаст в полицию. Что за кретин? Я бы договорился, тоже мне родственничек. Ты предатель, да? Максут! Бери! Максут, не надо! И не стыдно тебе, болван, трусливый мерзавец? Получай! Максут знает, в какой больнице лежит Назлы. Он угрожал мне. А если он ей навредит? Ничего не бойся, Назлы в безопасности. Халиль в больнице, я позвоню ему.
какую беду мы на себя навлекли. Только этого еще не хватало. Я звоню в полицию. Алло? Дорогой, ты цел? Цел, не волнуйся. Аллах тебя уберег. Как наш малыш Кахраман? С малышом ничего не случилось. Не переживай, Элиф в порядке. Кахраман, кто похитил Элиф? Где вы сейчас? Дафне, все хорошо, не волнуйся. Я тебе потом перезвоню. Плохо? Меня тошнит очень. Давай-ка подышим воздухом. Он отключился и ничего не сказал. Что там произошло? Милая, главное, что все хорошо. Когда Кахраман приедет, он нам все расскажет. Ой, только не раскисай, успокойся. Нельзя, чтобы тебя такое видели. Кахраман вернется, и мы обо всем узнаем. Держись, милая. Тебе лучше? Да, спасибо большое. Есть хочешь? Сядем здесь. Ты просто сумасшедший. Ты же меня чуть не убил. И по делам. Я предателей в живых не оставляю. Понятно? Я тебя пожалел. Скажи спасибо, что мы семья. Прости меня, Максут. Я так его испугался. Я тебя достану. Я еще верну себе свою Элиф. Клянусь Аллахом, она будет со мной. Клянусь. Он занят. Не переживай ты так. Скоро сам объявится. Я хочу узнать, чем все закончилось, мама. Пока сама не увижу Кахрамана, не успокоюсь. Я ведь тоже волнуюсь, но сейчас нам ничего не остается, кроме как сидеть и ждать его. Ой, ну хватит рыдать. Вставай, прогуляемся с тобой по саду. Пойдем. Все в порядке, сестренка? У меня хорошо. Не беспокойся, я скоро обязательно к тебе приеду. Умница, лежи и отдыхай. Я тоже тебя целую, дорогая. Спасибо большое. Прошу вас. Спасибо. Кахраман бей. Может, и вы тоже поедите? Пахнет вкусно. Нет, спасибо. Если вы не будете есть, нам не обязательно здесь сидеть. Я поем на ходу. Я не голоден, а ты ешь спокойно, не торопись. Хотите половинку? Я не хочу. Ешь сама. Но так, некрасиво, мне как-то неловко. В конце концов, с ближним всегда нужно делиться. Поешьте. Очень вкусно.
Зиябей будет в восторге, его любимое блюдо. Да, это блюдо всем понравится. Еще и пальчики оближет. Я уже хочу попробовать. Ты хочешь что-то выпросить у Зиябея, да? Нет, я просто так стараюсь. Может, в доме наконец поймут, кто лучшая невестка. Ну, Шукран, дорогая, все и так знают, что ты мастерица на все руки и готовишь вкусно. Ну, куда мне? До той самой недосягаемой. И кто же у нас та самая? Да есть одна по имени Дефне, которая до кухни не снисходит. Ой, Шукран Ханым, не смеши нас, мало ли что. Любимая невестка, невестка, невестка. Кэш, чего смеешься? Иди заправь блюдо фасолью. Зиябей просил добавить оливкового масла. Почему Зиябей теперь не такой, как раньше? Есть то, о чем мы не знаем? Я не в курсе. Наверное, это из-за годовщины свадьбы. Вряд ли. А из-за чего тогда? Без подписи дяди Кахрамана поставку оформлять нельзя. Он еще не приехал? Нет, и никого не предупредил. И ты не знаешь, где дядя? Вы с ним так дружны? На этот раз я не в курсе. Но как же так? До чего прекрасен Стамбул, да? Как такое вообще может быть? Большое вам спасибо. Мне понравилось. Почему ты бросилась под пистолет? Не знаю. Мне показалось, что это правильно. Ты очень рисковала. Извините, я совсем забыла о ребенке. Дело вовсе не в ребенке. Я подумал о тебе. Ты ведь могла погибнуть. Алло? Дядя, ты где? А в чем дело? Ты должен подписать документы. Это срочно. Очень срочно. Очень срочно. У меня еще остались дела. Из дома перезвоню. Алло? Алло? Отключился. Наверное, телефон сел. Где он? Сказал, что занят и перезвонит из дома. Чем занят? Катается по проливу? Через 2 часа объявится. Нельзя, мы опаздываем. Надо закрыть сделку до 16 часов. Тогда я возьмусь за дело. Оформлю, подпишу и тут же вернусь. Самое позднее через час. Давай, дерзай. Живей! Ты сама видишь. Мы тут все пашем, как рабы. А Кахраман Бей в городе прохлаждается. Пап, с чего ты взял, что он прохлаждается? Может, дело и правда важное? Встань хоть раз на мою сторону. Что за протест? Ну что ты, папочка? Я всегда на твоей стороне. Ладно, хватит. Мы же на работе. Ты ни разу не была в Стамбуле? Один раз, когда была маленькой. Помню, я очень хотела прокатиться на пароходе. Но желание не осуществилось. Что делаем дальше? Пора ехать. Спасибо большое. До свидания, ждем вас снова. Их все еще нет, и телефон не отвечает. Мама? Ужин в духовке. Спасибо тебе, девочка.
Дефне, все хорошо? Отлично. А выглядишь напряженной. В чем дело? Ни в чем, Шукран, оставь меня. Надо же, как отвечает. Я только спросила. Сама знаешь, у беременных свои капризы. Знаю, дважды это проходило. Ладно, я пойду на кухню. Если что, дайте мне знать. И все же послушай меня, Максут. Здесь больше нечего ловить. Он слишком влиятельный. Не стоит она этого. А ну повтори. Что ты сказал? А? Ну давай, смелее, говори еще раз. Ты меня не так понял, Максут. Так тебе же лучше будет. Хватит, ты обо мне не думай. Отныне будешь делать только то, что я тебе скажу, ясно? Не стоит тебе умничать или вопросы задавать. Понятно? Ладно, ладно, опусти его ради Аллаха. У меня украли мою любимую. Лишили меня Элиф. Но я им ее не отдам. Пойдем, не стесняйся. Ой, сынок, мы так волновались. Кахраман. Все хорошо? Конечно. Мама, Элиф пока останется у нас. Как это? Здесь ей будет безопаснее. Сегодня она пережила ужасный стресс. Хорошо, сынок, но как нам быть? Ты же знаешь... Мама, я не оставлю ее на улице. Лучше всего и остаться здесь. Идем, милая, идем. Мы можем поговорить? Проходи сюда. Садись вон туда. Айсель? Что за девушка? Не знаю. Ладно, подержи-ка. Ну же. Мама, у нас сегодня гости. Гости, верно. Позови Зиюбея, он наверху. Хорошо, сейчас схожу. Здравствуй, тетя. Здравствуй. Что нового, ба? Здравствуй, внучек. За ней следом ходят ненормальные вооруженные маньяки? Ходят, но больше не будут. У нас ее никто не тронет. Это второй вопрос. Ты принял это решение, даже не посоветовавшись со мной. Дефне, что было делать? Ты же сама его слышала. Ты мог бы спросить. Дорогая, я поступил правильно. Ты же целыми днями переживаешь о том, как там Элиф, а теперь она здесь, рядом, на виду. Правда?
Невероятно. Как ты здесь оказалась? Так вы что же, знакомы? На свадьбе в Хаттайе Элиф была гостьей. Зачем ты меня позвала, Каймет Ханым? Кто эта девушка? Она нам не чужая, Зиябей. Оказалось, что она давняя знакомая нашего Халиля. К несчастью, она пережила череду ужасных событий. Ее мать сейчас в тюрьме, а младшая сестра в больнице. Так что бедной девушке просто некуда идти. Я прошу разрешения оставить ее у нас в доме. Где? Здесь? Шукран, мы должны помогать тем, кто вдруг оказался в тяжелом положении. Мам, я просто очень удивилась и только... Что скажешь, Зиябей? Ты ведь все обдумала, Каймет Ханым. Тех, кто попал в беду, мы никогда не бросаем. Добро пожаловать. Спасибо вам. Айсель, отведи девушку в гостевую комнату, пожалуйста. Слушаюсь. Пойдем, милая. А за что ее мать сидит в тюрьме? У тебя еда на плите случайно не подгорит? Ничего себе. Ты что же, к Элиф какие-то чувства испытываешь? Нет, бабушка, какие чувства? Я ее второй раз в жизни вижу. И кажется, увижу еще не раз, да? Керем, зачем ты приехал в такое время? Я приехал к дяде, чтобы он срочные документы подписал. Если бы не Халиль, ты бы так и осталась там? Больше некого было звать на помощь. Спасибо Халилю, он нам очень помог. Можешь во всем на меня полагаться. Если что, сразу иди ко мне. Мы здесь все рядом. Хорошо, Айсель. Если вдруг заскучаешь, прогуляйся по саду или заходи на кухню. Дорогая, ты многое пережила. Но теперь все будет хорошо, не переживай. Каймет Ханым защитит тебя и не прогонит. Я пойду на кухню, мне еще ужин надо готовить. Ну а ты отдыхай. Спасибо. Почему вы сразу не поехали домой? Ее тошнило. Мы подышали воздухом, она поела. К тому же она была напугана. Не она одна испугалась. Ты представляешь, в каком состоянии весь день была я, Кахраман? Дафне, хватит, этот разговор утомляет. Кахраман, я звоню тебе, мне отвечает незнакомец и говорит, что ты у него на прицеле. Ты что, не понимаешь, что я чувствовала? Я целый день прождала тебя здесь. Думала, что тебя убили, что ты мертв. Я же перезвонил. И что? Я тебе звонила, но ты был недоступен. Телефон разрядился. Что случилось? Со мной? Да, с тобой. Все замечательно, Кахраман, если не брать в расчет мои нервы. Я волновалась из-за нашего ребенка. Я в порядке. Ребенок тоже. Элиф здесь с нами. Я не вижу причин, чтобы ссориться. Мне притвориться, будто ничего не было? Я не понимаю. Ты чуть не погиб сегодня. Да, я мог погибнуть. Меня действительно держали на мушке. Элиф тоже рисковала. Она бросилась вперед, чтобы закрыть меня.
Знаешь, Дафне, на свободе вооруженный сумасшедший. Нельзя бросать эту бедняжку, иначе этот психопат найдет ее. Она вынашивает нашего ребенка. Если у тебя есть какие-то возражения, поищем другой выход. Ты ведь уже давно все решил сам. Нет необходимости возражать. Дядя, Ты откуда здесь? привез документы на подпись, это срочно. Ты не подал виду, но я уже знаю про твой сюрприз. Элиф поселилась у вас в доме. Ваш дом – последнее место, где я ожидал ее увидеть. Керем. Как только я зашел, тут же увидел ее. Керем. Дядя, ты потрясающий человек. Ты нашел Элиф и привез ее сюда ради своего племянника. Керем. Я привез Элиф не для тебя. У нее неприятности, проблемы, ясно? Ну и ладно, но в итоге-то она здесь, разве не это главное? Держись от нее подальше. Ну начинается. Дядя, ты что, издеваешься? Даже не думал. Но почему, ответь? Почему я должен избегать Элиф, а? Потому что вы с ней друг другу не ровня. Потому что вы с ней друг другу не ровня. Дядя, ты вовсе не сноб, что с тобой такое? Я богатый, она бедная, верно? В этом все дело? Именно. Керем, я предупредил. Держись от нее подальше, понятно? У нас будет настоящая любовь. Ты мне не веришь, но вскоре убедишься, и тебе будет стыдно. Керем, ты уже взрослый, не живи ты пустыми фантазиями. В чем дело, дядя? Я чего-то не знаю? Вот, держи, поезжай, а то опоздаешь. Интересно, долго она будет здесь жить? Я не в курсе, Гюльсум. Это тайна, покрытая мраком. Вечно что-то втихую проворачивают. Втихую это как? Разве нормально приютить дома малознакомую девушку? Никто даже не знает, из какой она семьи. Шукран, можно подумать, ты что-то знаешь. Пока нет. Но скоро все прояснится. Очень вкусно, Шукран. Да, ужин получился на славу. Возьму себе добавки. Папочка, а вам нравится? Я специально для вас готовила, зная, что вы это любите. Спасибо тебе, дочка. Вкусно получилось. Приятного аппетита. Дед, какую оценку ты поставишь? Из 10? 6? Почему это 6? Так мало? Так сколько, папа? 10 из 10. И от меня звезду. Прости, но я хочу знать, что думает папа. Из 10 я поставлю 9. С половиной. Интересно, куда делась оставшаяся половинка? Мама. Я слышал, что у нас гости. Да, она наверху отдыхает. Может, стоит ее позвать, вместе бы поужинали? Не беспокойся, ужин отнесли наверх, она там поест. Что за невоспитанность, Каймет Ханым? Как я понял, наша гостья бедная девушка. Сходи и позови ее к нам. Я позову. Нет, сиди, дорогая, я сама схожу. Я просто хотела помочь, но если так... Режиссер Ула Шинач. Продюсер Онур Гювена.
Дочка, идем со мной к столу. Зачем мне идти? Зиябей хочет, чтобы ты теперь ужинала с нами. Нет, Каймет Ханым, я поем здесь. А, что это еще? Зиябей хозяин дома. Раз велит спуститься, значит спускайся. Только вот будь осторожна, не вздумай лишнего сказать, ладно? Ну, пойдем. Угор, повтори-ка. А Керем где, Мирьям? Папочка, я звонила ему, но он мне не ответил. Наверное, встретился с друзьями. Как всегда, мой брат Керем никуда меня не берет. Ты бы хотя бы подросла для начала, малевка. Мне до 18 так далеко. Ох, если бы можно было поторопить время. Не спеши, деточка. Потом захочешь вернуться обратно. Проходи, дочка. Садись с нами. Добрый вечер. Добрый вечер. Кахраман Юрюкхан и его жена Дефне присутствовали на открытии. Братец, Что там? подойди. Смотри, Кахраман Бей с женой. Да уж, просто красотка его жена. А зачем они тебе? Я им такую сладкую жизнь устрою. Кахраман будет меня о пощаде молить. Я к себе пойду. Приятного аппетита. Посиди с нами, внучка. Этим вечером я решил сказать вам что-то важное. Знаете, что я замечаю, когда вот так смотрю на всех вас? Я вижу большое семейство. А еще искренность, уважение, любовь, прямодушие. Вот что я вижу. Мы все ветви одного огромного дерева. Мы повидали ветра, а еще громы и молнии. Да только не сломили они нас, не согнули. Когда-то мы с надеждой и молитвой обратились к его корням и стали единым целым. Скоро это великое дерево даст нашему роду новые листья. У моего сына, Кахрамана, наконец-то родится ребенок. И я его увижу, дай Аллах. Короче говоря, дорогие, задача главы такого семейства – сделать такие моменты значимыми, незабываемыми и яркими. Дефне, дочка, Папочка, по традиции, как будущая мать моего внука, прими подарок. Это кольцо – наша семейная реликвия. Оно досталось моей матери от бабушки. Долгие годы
Оно ждало своего часа. И вот он настал. Папочка, я не знаю, что и сказать. Большое спасибо. Благодарю, спасибо. Слушаю. Зиябей. Это Кадир. Можете говорить? Нужно обсудить важный вопрос. Подожди минуту. Перезвоню. Что случилось, Зиябей? Все хорошо. Ужинайте спокойно. Откуда ты взялся? И для чего ты звонишь мне спустя столько лет? Думаю, вы отлично знаете, зачем я звоню. Я хочу видеть сына. Так ты сына захотел увидеть. С чего ты взял, что я тебе это разрешу? Мы оба отцы. Вы должны меня понять. А тебя нет в живых. Ты мертв. И в этом никто не сомневается. Мне хотелось бы знать, Кадир, чем ты руководствовался. Я устал мучиться раскаяниями. И хочу честно поговорить обо всем со своей женой и сыном. Если я не ошибаюсь, несколько лет назад мы обо всем договорились, Кадир. И эта тема давно закрыта. Ничего подобного, Зиябей. Это вы так за меня решили. Но только не я. Я годами изводил себя. Каждый человек должен уметь отвечать за свои ошибки. Ты вырыл себе яму сам, собственными руками. Нам же оставалось хорошенько засыпать ее землей. Все мы люди грешные. Настал час исправлять свои ошибки. Завтра утром я буду ждать вас. Я поселился в отеле Сейфи. Встретимся в кафе. Думаю, мы сможем договориться. Папочка, папочка, кручусь вокруг него, готовлю. Всячески угодить ему стараюсь. Я подарила ему внучек, и я дважды рожала. И что же? Это ничего не значит. А кольцо, конечно, Дефне досталось. Я куплю тебе еще лучше, дорогая. Ты, кажется, так ничего и не понял, Якуб. Это кольцо, оно особенное. Семейная реликвия. Ты не расслышал? Придет время, и оно тоже станет твоим. Когда, интересно? Подожди. Когда-нибудь все изменится. Придет день, когда покажу им себя, потерпи. Терпи, терпи, и сколько же можно? Если бы я могла, то родила бы еще одного малыша. Да только уже поздно. А лучше бы мы не ужинали. Еще эта девчонка появилась. Даже она им важнее, чем я, Якуб. Невероятно. Тут ты права. Откуда она появилась? Не знаю. Но там точно какая-то тайна. А, папа звонит. Слушаю, папа. Немедленно зайди в мой кабинет. Зачем, папа? Срочно. Что ему от тебя нужно? Не знаю, Шукран. Опять что-нибудь подчищать. Держись с ним поувереннее и не стой, как истукан. Что ты несешь, Шукран? Разве такой была наша с тобой жизнь? Все так круто изменилось. Сначала Элиф, потом этот тип, угрозы.
Ты, видимо, думаешь, что это я во всем виновата. Ведь я заговорила о суррогатном материнстве. Но, милый, откуда мне было знать, что все так обернется? Я просто очень хотела стать матерью, чтобы у нас был ребенок. Ты не виновата. Не кори себя понапрасну. Кахраман, я так за тебя испугалась. Прости, что впадаю в крайности. Ты сердишься на меня. Не сержусь. Кахраман, я тебя очень люблю. Я безумно тебя люблю. Я без тебя не могу. Как тебе мое кольцо? Красивая. Слушай, дочка, у нас из-за тебя возникло уже немало проблем, так что не создавай нам новые. Уясни себе, в этом доме никто не знает, что ты носишь ребенка, не забывай об этом. Все думают, что это Дефне ждет малыша. Предупреждаю, если вдруг ты что-нибудь услышишь об этом, сделай вид, что ты не в курсе. Понятно, Каймет ханым. И еще, я хочу, чтобы в доме ты ни с кем не сближалась, ни с кем буквально. Все и так смотрят на тебя с подозрением. Лучше будем осторожнее. Не волнуйтесь. Я буду сидеть в комнате. Тебе что-нибудь нужно, дочка? Каймет ханым. Максут в тот день сломал мой телефон. И теперь я не могу позвонить сестре. Я ужасно беспокоюсь за нее. Скажу, чтобы тебе принесли новый телефон. Что-то еще? Скажите мне, когда моя сестра выпишется из больницы, она будет жить со мной, верно? Конечно, дочка. Мы же не оставим твою сестру на улице. Пусть сначала выздоровеет, а потом мы ее заберем. Не беспокойся. Ты только делай все так, как я тебе сказала. Понятно? Не волнуйтесь, ханым. Хорошо. Кадир звонил? Папа, но как это? Мы ведь от него избавились. Нужно было тогда решать все куда более кардинальным способом. Мы с ним ошиблись. И что ему надо? Он хочет увидеть своего сына, Якуб. Но на это пойти нельзя. Так мы и не пойдем. Можно войти? Прошу, Дефне ханым. Как твои дела? Тебе не тяжело? Я пока не успела толком понять. Несколько раз меня тошнило, а еще запахи резкими кажутся. Странно все это, да? Это наш ребенок, а носишь его ты. Я его мать, а рожать будешь ты. Я даже не знаю тебя. Подумайте, каково мне. Вы сами, этот дом, беременность, ребенок. Я ведь мечтала совсем о другом. А о чем ты мечтала? Я собиралась учиться, стать адвокатом. Поступила на юридический, но не училась. Папа был против. А в детстве я хотела быть врачом. Каким врачом? Не знаю.
Просто врачом. Я помню, как нам в школу врачи приходили делать прививки. И мне захотелось. Представляешь, а я хотела стать педиатром. По-моему, вы очень любите детей, верно? Именно так. Очень люблю. Но своего родить не смогла. Так уж, наверное, суждено. Кто знает, что уготовила нам судьба? Кто знает. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Абонент временно недоступен. А где Керем? Так и не пришел. Звоню, а телефон недоступен. И время уже позднее. Успокойся, я его найду. Иди спать. Спасибо, Кахраман. Он же слов нормальных не понимает. Ему нужно хорошенько пригрозить. Скажи, и я найду его. Прижму эту мразь к стенке. Возьму с собой ребят. Не торопи события, Якуб. Спешка, как известно, нужна в другом деле. Каждый наш шаг нужно тщательно взвешивать. Ладно, папа. Будет, как ты решишь. Так, и чтобы ни единая душа об этом ничего не узнала. Ясно. Я никому не скажу. Если кто-то узнает, случится страшное. Мы долгие годы хранили это в глубокой тайне. Надеюсь, будем хранить и впредь. Чего бы нам с тобой, сынок, это не стоило. Это вынужденная мера. Завтра поедем и поговорим с ним. Выясним у него, что ему нужно. А уж потом решим, что с ним делать. Хорошо, папа. А как же вам бежать удалось? Кахраман Бей спас нас. Он выхватил из рук Максута пистолет. И ты закрыла его своим телом? Хотела пожертвовать жизнью, чтобы спасти Кахрамана? Я просто боялась, что из-за меня пострадает другой человек. Ну ладно, ты очень устала, тебе пора спать. Спрошу еще кое-что. Ты знала Кахрамана раньше, верно? Нет. Для нас он всегда был лишь хозяином, не более. Мы видели его, когда он приходил на поле. А почему вы спросили? Интересно. Ого, дядюшка. Какая по счету? Может, первая, вторая, третья, четвертая, третья с половиной. Поехали домой. Оставь ты меня, мне здесь неплохо. Керем, сейчас получишь у меня. Вставай, уходим. Шутки шутками, а ты и правда побьешь. Угур, запиши на меня. Ну что за ерунда, Дафне? Не может быть. А чего ты пришел, дядя?
Стой, дай угадаю. Либо снова меня отчитывать, либо я нарушил какой-то запрет. Или же... Нет, Керем, я на тебя не сержусь, но нельзя расслабляться. Да я просто влюбился. Сынок, послушай, рано еще. Встретишь другую девушку. Но так получилось, понимаешь? Раз, и я увидел Элиф на свадьбе. Если бы ты не взял меня на ту свадьбу, я бы и не влюбился, понимаешь? Верно. Стой, в воду упадем. И за это я теперь тебя еще сильнее люблю. Ты мой единственный и самый любимый дядя на свете. Дядя, скажи, я не прав. У меня нет брата. Когда я был маленьким, умер папа. У меня даже сестры нет. Ты заменил мне сразу их всех. Ты для меня семья. И вот теперь мой дядя злится на меня за то, что я влюбился. Что же мне делать? Если не тебе, то кому мне рассказать о своих проблемах? Море, что Да ли? стой Скажи! ты, стой, упадешь в воду, иди сюда. Но ты же сердишься. Нет, не сержусь. Но не торопись, я прошу тебя. Нет, дядя, ты злишься. Ты говоришь странные вещи, я тебя не понимаю. Будь со мной честен. Если ты меня не любишь, тогда я лучше уеду обратно в Лондон. И больше сюда не вернусь. Хотя мне туда уже и не хочется. Совсем. Ну хватит, сынок, замолчи. Я что, должен влюбляться с твоего позволения, да? Что-то холодно. Пойдем, сынок, заболеем еще. Пойдем, давай. Садись. Давай. Сынок, доброе утро. Куда это вы с утра пораньше? Появились дела. Да такие, что не требуют отлагательств. Хочу показать папе участок, пока не купили. Всем доброе утро. Что это с вами такое? Смотрите, словно я призрак. Что-то случилось? Нет, все превосходно. А где это ты был вчера вечером? Друзья попросили остаться, дед, поэтому задержался. Смотри, я все шаги записываю, да, имею в виду. Ну надо же, может, купишь вторую тетрадь? Ах, Лев, мой красавец. Увидимся на работе, Лев. Там тоже дела остались. А вы сами-то куда? Опять какие-то тайны? Участок едем смотреть. Мы на пару часов с дедом исчезнем. Ну ты понял. Давай, Яко, поскорее. Иду, папа.
Я сегодня еду к папе. Хочешь, поедем вместе? Мне нужно на работу, дорогая. Много дел. До вечера. До вечера. Спасибо тебе, Айсель. Ешь быстрее, дочка. Каймет Ханым скоро спустится. Значит, я ставлю тебя в неловкое положение. Не обижайся, я заскучала. Ешь быстрее. А вот и список готов. Про имбирь не забыла? Ой, точно, сейчас. Доброе утро, Халиль. Доброе утро. Дядя Халиль, А? как там Назлы? С ней все хорошо, верно? Да, Мурат у нее. Садись, завтракай. Не стой, садись. Халиль, Да? придется поехать за покупками. Я знаю, ты Ничего, устал. но- я съезжу. Список готов. Картошку возьми для варки. Для варки? Выбирай помельче. Постараюсь. Крупную не бери и все. Ладно, ладно. Доброе утро. Доброе утро, Керембей. Я тосты хочу. Сделаешь, Гюльсум? Конечно, Керембей, сейчас сделаю. Куда принести вам завтрак? В гости. Я сегодня здесь с вами позавтракаю. Поняла. Доброе утро. Доброе утро. Скажи, ну а как мы его узнаем? Прицепил бы, что ли, хоть красную гвоздику к пиджаку? Не болтай ты всякую чушь, Якуб. Но ведь столько лет прошло с тех пор, папа. Он наверняка изменился. Я этого мерзкого типа узнаю издалека. Ты не беспокойся. Наказание Аллаха. Как тебе у нас спалось? Все в порядке? Ты всегда такая неразговорчивая? Со вчерашнего дня из тебя слова не вытянешь? Привет, дядя. Доброе утро. Садись, позавтракаем вместе. Гюльсум сделала тосты, очень вкусные. Пойдем, мы опаздываем. Только доем и бегу. Керем, пора. Потом поговорим. Предоставь дело мне, папа. Я поговорю и все улажу. Откуда появился, туда и вернется, подлец. Лучше не вмешивайся. Сам поговорю.
Где отчеты за 10-й год? Я пока не подготовил. Сегодня сделаем. Ладно. А также подробный отчет за период до 5-го года. Хорошо, дядя. И еще все сводки о транзакциях. Это тоже срочно. Этим Джанан занималась. А теперь ты займешься. Все под твою ответственность. А что делать сначала? Сразу все. С тобой что-то не так. Я перестал тебя узнавать. Ты о чем, сынок? Дядя, я давно тебя знаю. Ты мой дядя, старший брат и отец тоже. Поэтому не стоит со мной в прятки играть. Я слишком хорошо тебя знаю. Керем мой родной сын. И никому этого не изменить. Ты давно в могиле. Керем никогда не видел тебя живым. Интересно, что ты теперь ему скажешь. Как ты себе это представляешь? Я расскажу ему все как есть. Вы сами не позволили мне растить его. Керем с детства слышал, что его отец умер. Пришло время, наконец-то, раскрыть парню всю правду. Кадир, у тебя, видимо, какие-то острые проблемы с памятью. Тебя ведь не просто так выгнали из нашего дома. Мы очистили свое доброе имя, которое ты запятнал. Если бы ты был порядочным и, главное, разумным отцом, никто бы тебя не тронул. Кадир Эфенди, прошло столько лет, и ты опять объявился. Чего ты добиваешься? Чего тебе надо? А? Деньги закончились? Мне не нужны деньги. Я хочу вернуть Керема и свою жену. Когда-то ты не думал о ценности своей семьи. Зиябей, я признаю свои ошибки. Я наделал много глупостей. Но я изменился. Сейчас я понимаю, что главное в жизни – это дети и семья. Верно говоришь. Самое главное – это дети и семья. Именно поэтому я не подпущу тебя к моей семье ни на шаг. Запомни это. Если у тебя проблемы, не бойся делиться со мной. Я всегда с тобой делюсь. Между нами не должно быть секретов. Правда? Правда. Ладно, сделай все, что я сказал. Не думай, что за болтовнёй я забыл о делах. Можно хоть что-то оставить? Я ведь и до утра совсем не управлюсь. Хватит ныть, иди вперед. Я не собирался действовать, не поговорив с вами. Думал, что вот так вместе мы придем к общему решению, но я вижу, что это невозможно. Вы оба упрямы, как ишаки. Послушай, выбирай выражение. Да, Кадир, к несчастью, ты мой зять. А еще ты отец моего внука. Это правда. Но для меня ты значишь не больше пылинки. Ты ничто, ползучее насекомое. Так было во все времена. Тогда слушай внимательно. Если ты посмеешь явиться к нашему мальчику, если вдруг заговоришь с ним, и тем более, если надумаешь вспомнить о былом, ты очень пожалеешь об этом. Что вы сделаете? Убьете меня, что ли?
Ради спокойствия моей семьи я пойду на что угодно. Если потребуется, задушу тебя своими руками. Надо же, это Элиф живет с вами? Именно. Я и предположить не могла, что так будет. Эта женщина носила бы нашего малыша. Мы бы не видели ее и не знали. Ну и потом просто забрали бы ребенка. А получилось так, что она у нас под носом. Но с другой стороны, так ведь лучше. Она всегда будет под вашим присмотром. Да, может, ты и права, но меня что-то беспокоит, не знаю. Она чем-то тебе не понравилась? Понравилась. Она красивая. Красивая. Это самое первое, о чем ты подумала, не так ли, девочка? Эмине, посмотри на эту фотографию. Ух ты, они с Кахраманбеем танцевали халай? В Хаттайе они встретились на местной свадьбе. Дэфне, милая, мне кажется, ты просто его ревнуешь. Кто ревнует? Я? Ну нет, еще чего. С какой стати? Ах, папочка, если бы ты разрешил мне слегка подправить его наглую физиономию. Успеешь, еще не торопись. Но когда? Когда? Он ведь не откажется от своей цели. По глазам это видно. Вот когда придет нужный момент, мы проучим его как надо. Я готов, папа. Никого звать не будем. Вдвоем покончим с этим делом, а? В свое время мы дали ему немало денег и отправили к шейтану, как казалось, с легкостью. Я думал, он больше не вернется, видимо. Я постарел, стал допускать ошибки. Откуда тебе было знать, папа? Странный мутный тип. Керема ему подайте и жену. А про деньги те он уже и забыл давно. Послушай, Якуб, больше никто не должен об этом знать, имей в виду. Ладно, папа, ладно, ты говорил. Говорю еще раз, а ты вникай. Если об этом как-то узнают, тогда нам конец придет. Здесь живет только ее отец. А он парализован. У него есть сиделка. Где это ты столько выяснил? Расспросил местных рабочих, Максут. Молодец. Молодец. Как зовут его сиделку? Эмине. Эмине. Мы поедем за ней? Она нам без надобности. По крайней мере, пока. Мне нужно это. Гюльсюм, дочка, положи-ка немного на тарелку и отнеси Элиф в комнату. Хорошо, ханым. Ханым Зиаби вернулся. Зияби. Куда ты ездил, Зияби? Да на тебе лица нет. Якуб тебя расстроил? Нет. Я немного устал. Все в порядке. Режиссер Ула Шинач.
Продюсер Онур Гювенатам.